В Башкортостане из-за паводка порядка 7 ситуаций находятся на контроле в 7 муниципальных районах. В основном ограничено движение на некоторых участках дорог. Ну и сегодня лед тронулся на реке Белой в районе Уфы. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Кирилл Первов, председатель Госкомитета по Республике Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, мы сегодня говорим о том, что у нас 7 ситуаций находятся на контроле, насколько они критичны, каков прогноз. Ну, самое главное, на сегодняшний момент у нас нет подтоплений домов и придомовых территорий. Всего с начала года на контроле уже было 9 ситуаций, сейчас 2 ситуации с контроля сняты. Они связаны с переливом участков автомобильных дорог, подмывом тела дорог, низководных мостов. Но во всех случаях есть объезд, ситуация находится под постоянным контролем. Какие это районы? В первую очередь, у нас первая ситуация была в Абзелиловском районе, населенный пункт Озерное. Достаточно часто, практически каждый год подвержен подтоплениям участки дорог талыми водами. В этом году эта ситуация тоже в конце марта традиционно опять повторилась. Но оперативно тоже служба и муниципалитет сработал. В настоящее время на данном участке эта ситуация с контроля снята. Ну, также традиционно у нас Белорецкий район, потому что достаточно протяженные дороги, в том числе по горной местности, небольшие, там, иногда даже какие-то ручьи, речушки, они тоже ежегодно практически доставляют такие проблемы и переливают какие-то участки дорог. Ну вот в выходные мы наблюдали в разных районах активный ледоход и все ждали, когда тронется лед на Белой в Уфе. Вот сегодня ледоход прошел, но пик ледохода мы еще не миновали. Да, здесь нужно сказать, что традиционно сначала у нас вскрываются степные и горные реки, потом уже начинаются крупные реки вскрываться. Сейчас непосредственно в эти минуты у нас ледоход наблюдается на реках Юрезань, Ай. Это тоже горные реки, на которых возможно образование ледовых заторов, поэтому данные реки на отдельном контроле держим. То, что касается реки Инзер, реки Зелим, на которых на прошлой неделе где-то 27-28 марта начался ледоход. Мы также ситуацию постоянно мониторили, в том числе и с использованием беспилотной авиации, наземных оперативных групп. И вы знаете, что мы 26 и 29 марта применяли пожарно-спасательный вертолет для облета затора опасных участков рек. Там можно сказать, что в южной горной части на реках Зелим, Инзер в основном уже ледоход прошел. Наблюдается местами отдельное скопление, скажем так, ледяной шуги, но тоже ситуация под контролем, и эти реки у нас находятся на сегодняшний день в русле. Сегодня во время дневной сводки говорили о том, что на реке Уршак у села Камчылы-Тамак зафиксирован подъем уровня воды более чем на 2 метра. Причем до поймы реки, я так понимаю, оставалось порядка 30 сантиметров. Какая сейчас там ситуация? Это какой район? Да, это Давлекановский район. В настоящее время река также продолжает немного расти. И на сегодняшний момент уровень реки уже находится около поймы. Пока там подтоплений каких-то придомовых территорий и так далее в этой зоне нет. Но хочу сказать, что мы только пока находимся еще на первом этапе половодья, когда только реки вскрываются. И поэтому в ближайшее время мы ожидаем, что реки и степные, и горные, и наши большие реки, и Уфа, и Белая продолжат расти. И, конечно, с учетом прогноза наших метеорологов, в этом году прогнозируется половодье на реках чуть выше среднемноголетних значений. И, например, если в районе города Уфы, река Белая, у нас среднемноголетнее значение считается это 7 метров 30 сантиметров, то по прогнозу в этом году будет от 6,40 до 7,40. И на других степных горных реках тоже примерно такая же ситуация. То есть максимальное значение, которое мы ожидаем подъема, это в районе у реки Белой в районе Уфы, это 7,40, верно? Да. А в прошлом году насколько был подъем? В прошлом году у нас, скажем, в моменте до 6,40 тоже поднимался. Это, если вы помните, когда у нас был ледяной затор возле Бельского моста, в этот момент доходило до 6,40. Но хочу сказать, что в районе Уфы на реке Белой на уровне 6 метров уже начинаются подтопления отдельных придомовых территорий на кооперативной поляне. Поэтому в этом году такая же история тоже может повториться. Ну, то есть судя по этим показателям, 7,40 это достаточно серьезная цифра. Значит, у нас будет такой серьезный паводок. 7,40 это, если мы говорим около среднемноголетних значений, да? Но на самом деле, если мы помним, в 90-е годы
уровень воды был значительно выше в период весеннего половодья, и там практически каждый год уровень поднимался выше 7 метров, и у нас несколько лет было, когда было больше 8 и до 9-40 уровень реки доходил. Поэтому, конечно, с учетом таких больших значений в этом году мы, конечно, не ожидаем таких серьезных проблем, но, тем не менее, у нас есть отдельные улицы, это микрорайон Кооперативная Поляна, Нижегородка, микрорайон Затон, которые, возможно, попадут в зону подтопления, а также у нас СНТ, который находится в первую очередь в Зауфимии. Поэтому вот с этими территориями у нас Управление гражданской защиты города Уфы отдельно отрабатывает, проводит подворовые обходы и в случае необходимости также спланированы пункты временного размещения для эвакуации населения. Кирилл Сергеевич, а мы говорим с вами в основном об Уфе, но есть еще другие города и районы. Вот там какой прогноз ожидается? Ну, традиционно мы готовимся по наихудшему варианту развития событий, в соответствии с которым у нас в республике 313 населенных пунктов могут попасть в зону подтопления. Поэтому традиционно заранее все силы и средства подготовлены. В этом году у нас более 13 тысяч человек и 3800 единиц техники готовы к реагированию в период половодья. Поэтому в случае ухудшения обстановки спасатели и все службы готовы оказать соответствующую помощь. То есть уже есть, в принципе, понимание, где будут развернуты, если что, пункты временного размещения? Да, пункты временного размещения заранее определены, их более 300 у нас на территории республики, в тех муниципалитетах, которые подвержены подтоплению. Заблаговременно они все были проверены для того, чтобы в случае необходимости наши жители могли какой-то период переждать в комфортных условиях. Жители республики, которые находятся в этих потенциально опасных зонах подтопления, они уже наверняка проинформированы, в курсе, понимают, как нужно действовать в определенном, если что-то произойдет. Конечно, вот наши коллеги в муниципалитетах, это касается и самих глав администрации, и членов администрации, сельсоветов, они с каждым таким населенным пунктом отрабатывают, проводят подворовой обход. Также мы уже рекомендовали заблаговременно также определить места для безопасного вывода домашних животных, потому что в случае подтопления, чтобы также они не пострадали. Когда ожидаете пик паводка? Но здесь нужно сказать, что в зависимости от конкретного места, да, эти пики, они по времени наступают в различный промежуток. Если мы говорим степные горные реки, то это первая декада апреля, а дальше уже у нас реки Белая, Уфа, Дема, они традиционно где-то 2-3 декада апреля в этот период проходят у нас пики. Но нужно сказать, что в этом году у нас вот и по прогнозу метеорологов, и нужно сказать, что этот прогноз оправдывается, на 10-14 дней раньше проходит и ледоход на реках, и, соответственно, вот эти пиковые значения тоже они будут сдвигаться, будут проходить раньше, чем обычно. Какой прогноз на ближайшие 3 дня? Ну, сейчас мы видим, что наши степные горные реки продолжают расти. Естественно, они впадают, например, в реку Белую, и мы сегодня видим тоже за сутки уровень в районе Уфы поднялся на 1 метр. Поэтому прогнозируем, что такая динамика сохранится в ближайшие дни. Это среднестатистическая динамика или все-таки она достаточно выше среднего уровня? Нет, ну в этом году у нас связано с погодными явлениями. Вы видите, да, что температура у нас вот в конце марта достигает плюс 20, да, это, конечно, это аномальные значения, поэтому это ускоряет все процессы, в том числе и половодье, и поэтому вот в этот период сейчас и ледоход активно идет, и уровень рек начали расти. А если мы берем обычный период, то по средним многолетним значениям такие, скажем, наблюдения, да, на реках, они на где-то 10-14 дней проходят позже, то есть в 1-2 декаде апреля. Кирилл Сергеевич, где жители республики могут получить оперативную информацию о подъемах воды, о том, насколько изменились эти показатели? Ну, мы традиционно на сайте Госкомитета по чрезвычайным ситуациям размещаем ссылку на нашу систему Паводок 2.0, где можно наблюдать за изменением ситуации в режиме онлайн. Также ежедневно мы публикуем соответствующую информацию и в социальных сетях. Ну и на телеканале БСТ мы проводили брифинг, тоже межведомственный, где довели всю необходимую информацию. Ну а в случае, если уже наступают какие-то неблагоприятные явления, то любой человек может обратиться по номеру 112 и помощь обязательно придет. Кирилл Сергеевич, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о том, какой нас ожидает паводок. Я надеюсь, что республика к нему готова, и мы справимся с этими трудностями. Спасибо. Спасибо.
Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал Кирилл Первов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.